Обычно при обзоре фильмов критики используют слово «киноляп». Так вот, с самых первых секунд семья и заявляет о себе как сплошном параде таких ляпов. Повествование начинается с истории о Бамуте, село, которое, по словам автора, ничем не отличается от облика 15-летней давности. Здесь почти ничего не поменялось. Дыры от пуль в стенах, следы войны под ногами. Видимо, при работе над фильмом просто поленились приехать в Чечню и снять бамутские улицы, восстановленные, кстати, еще в прошлом году. Просторные, хорошие потолки, условия. Довольны это люди, да. Конечно, довольны. Ой, очень довольны. Впрочем, подборкой видеоряда авторы фильма решили вообще себя не утруждать. Он почти полностью построен на архивных кадрах в кроваво-красной обработке. Судя по всему, это дополнительная мера для устрашения вкупе с заведомо искаженными фактами. Как, например, про силовые подразделения в республике и тех, кто в них служит. Чеченские силовики – это в первую очередь каратели, то есть это не профессиональные военные, как нам их пытаются представить, это не часть системы правоохранительных органов России. Это опричнина. Итак, Бамут еще не достроен, а среди силовиков Чечни, оказывается, работают одни дилетанты. Непонятно только, как бойцам чеченского спецназа удалось выиграть чемпионат мира, триумфально представив Россию на престижных соревнованиях в Иордании, выиграв кубок стоимостью в $250 тысяч. Подборка искаженных фактов переносится уже на сферу защиты прав человека. 45 подожженных домов после событий 4 декабря, сгоревший офис филиала комитета против пыток. Все это авторы преподносят как дело рук главы республики или кого-то из его окружения. Вообще, главным принципом журналистики является беспристрастность, то есть нужно дать слово каждой из сторон. А в этом фильме сплошь обвинения и ни одного комментария со стороны республиканских властей. За годы военных действий Чеченской республики сложилась целая каста людей, которые называли себя экспертами по Чеченской республике, по Чечне, по чеченскому обществу, условно можно назвать чеченологами, которые сделали фактически эту работу своей профессии. Этим людям очень важно, чтобы в Чеченской республике происходило что-то, и происходило желательно что-то негативное. А если это негативно не происходит, то желательно выдавать, сочинять что-то такое негатив. Главное свойство для журналистов – это проверка факта, факт-чекинг. Если журналисты этого не делают, то уже можно говорить о невысоком степени профессионализма. Рецепт довольно прост. Находим видео, где пытают людей, перемешиваем со съемками героя, убедительности ради добавляем фотографии с изуродованным лицом, не забывая о безграничных возможностях фотообработки. И все, замученная жертва готова. Возникает вопрос, почему такие проплаченные персонажи не обжалуют в суде незаконные действия властей? Вероятно, это такая легкая форма наживы. Выехать из республики, сесть перед камерой и рассказать пару устрашающих историй. При работе над этим фильмом, видимо, руководствовались вопросом, к чему бы придраться, и нашли окраска домов по улице Садаева, ведущей к Ахмат-арене. Ее связывают с флагом сборной Голландии, родины бывшего тренера Терека. Интересно, как в таком случае обосновать оранжевый цвет домов в поселке Долинский? Выходит, это дань памяти карьере Гулита в грозненской команде. Оказывается, в Грозном есть только одна восстановленная улица – проспект Путина. Все остальное, то есть места, где не проезжает кортеж Кадырова, это руины. Получается, что мониторинговое агентство News Effector вместе с Фондом региональных исследований региона России, серьезной организацией по исследованию общественного мнения, выяснившей, что жители чеченской столицы являются самыми счастливыми в стране, соврали или опрашивали только тех, кто живет на одном из главных проспектов. Я проехал по Новой Чечне и не переставал восхищаться. Дело не в архитектуре, хотя это тоже имеет огромное значение. Светлые улицы, парки, площади, здания, народ, который выходит на площади и ничего не боится. И если мы болтаем во многих регионах о дружбе, межконфессиональной дружбе, приезжайте в Чечню и посмотрите, как происходит это в жизни, а не на словах. Как соседствуют рядом и мечеть, и храм православный, и синагога. Как спокойно себя чувствуют люди разных национальностей. Как они любят, в конце концов, свою республику. Какое имеет право Ходорковский, который ведь недавно просил милостиво простить его и выпустить, и его выпустили из-за больной матери, никогда не хотела Чечня выходить от братской России и не собирается выходить. И нет у нее особого статуса, просто Рамзан Кадыров унаследовал заветы своего
великого отца Ахмада Кадырова. Создал команду единомышленников, которые борются за свободу, независимость и честь своего народа. И, безусловно, он думает о благополучии, восстанавливая все разрушенное и создавая новые города. Еще авторам семьи не понравились высотки Грозный-Сити. Цены за номера, кстати, весьма демократичные по сравнению с гостиницами по всей стране. Критике подверглись и якобы пустующие жилплощади, хотя в республике активно реализуются жилищные программы. К примеру, по данным Росстата, Чечня занимает первое место в стране по строительству нового жилья. Следующий пункт – надпись на здании высоток. Мы любим пророка Мухаммеда. Едва темнеет, над Грозным-Сити зажигаются огни Таймс-сквера с местным колоритом. Почему-то в роли пророка Ахмад Хаджи Кадыров и Владимир Путин, улыбающиеся с пустых небоскребов. Видимо, Ходорковский, вступившись вдруг за соответствие картинки религиозному тексту, напрочь забыл события этой зимы, то, что пророка рисовать нельзя, и свое заявление по поводу карикатур на него. О том, как трепетно они относятся ко всему, что связано с лучшим из людей, мусульмане республики показали 19 января. Митинг «Мы любим пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует» объединил все конфессии страны. Это протест против тех, кто поддерживает публикации корректурно пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это протест против тех, кто пытается оскорбить религиозные чувства всех мусульман мира. Это протест против тех, кто сознательно разжигает всемирный пожар религиозной и межнациональной вражды. Мы твердо заявляем, что никому и никогда не позволим безнаказанно оскорблять имя пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Любая попытка раздуть межнациональную рознь, унижать любой народ является просто недостойным приличного человека. Да и как можно ожидать чего-либо приличного от преступника, который запомнился только кровавым воровством у нашего народа? Уверен, что задача, которую пытается реализовать Ходорковский, такая же неприличная, мерзкая, какой деятельностью он все время занимается. Это попытка омрачить тот мир многострадальный, который есть на сегодня в Чечне, и то строительство современного цивилизованного общества, которое сейчас формируется и благодаря усилиям руководства Чечни и лично Кадырова и руководством Российской Федерации. Народ Чечни устал от войны, которую в свое время развязали шайтаны, которых как раз финансировали единомышленники Ходорковского. И вот этот преступный путь унижения и издевательства над народом Чечни, над другими народами нашей страны, это путь, который никогда не приведет Ходорковского и других таких же преступников ни к какому успеху. Очевидно, что в условиях тотальной информационной войны, объявленной западными спецслужбами против России, это очередной удар. В фильме сказано, что регион с нашей страной связывает только Владимир Путин. Факты же говорят другое. Еще 7 мая председатель правительства страны в своем докладе главе государства отметил, что Чечня занимает вторую строчку рейтинга эффективности работы органов власти за 2014 год. Первое место за собой сохранил Татарстан, следом Чеченской республики. Считаю, что рейтинг этот полезен, во-первых, для самих регионов, потому что они стимулируют местную власть уделять повышенное внимание самым острым проблемам, во-вторых, для федерального центра, потому что эти цифры четко показывают, кто умеет работать. Впрочем, по мнению авторов, благосостояние Чечни – это не только федеральные дотации. Мол, общественный фонд имени первого президента, казна, пополняющаяся исключительно от процентов, отчисляемых из заработной платы местных жителей. Вот только создатели фильма не удосужились уточнить, что фонду принадлежат крупные коммерческие предприятия, которые расширяются за счет собственных доходов. Все вырученные средства идут на благотворительность. Десятки тысяч мусульман, даже из соседних республик, отправленных в Мекку для совершения хаджа, тонны продуктов нуждающимся, помощь инвалидам и сиротам, жилье, лечение за пределами страны. Благие дела можно перечислять тысячами. Еще один важный момент – помощь получают не только жители Чечни, но и граждане других стран. Фонд Ахмада Хаджи Кадырова вносит существенный вклад в развитие экономики Чеченской республики, в создание новых рабочих мест. За деятельность фонда было создано десятки производств, на которых в итоге Чеченская республика получила более 10 тысяч рабочих мест. Это семьи, которые имеют в результате этого получили постоянный доход.
Это стимул развития, дальнейшему развитию экономики Чеченской Республики. Это множество производств, некоторые производства, которые составляют конкуренцию аналогичным производствам в соседних регионах. Более того, некоторые продукции, которая производится фондом Кадырова, она занимает лидирующие места в Российской Федерации и на конкурсах занимает почетные первые места. Есть помощь, которая оказана Рамзану Ахматовичу. Ни я об этом не знаю, ни даже близкие не знают об этом, потому что это все делается только для удовольствия Всевышнего Аллаха. Еще один миф, активно раскрученный в фильме, это система обложения данью. По словам автора фильма, в Чечне ее платят все, начиная от бизнесменов и заканчивая бюджетниками. Только вот сами учителя и врачи об этом вовсе не слышали. Мы зарплату получали всегда вовремя. Ничего у нас не удерживали. Ну а разговоры эти, наверное, это кому-то очень нужно, чтобы были такие разговоры. Преподаю уже около 25 лет. Могу сказать, что за все эти годы, кроме вот тех военных событий, что были, и когда вот действительно из оплаты труда учителя тогда по каким-то причинам, да, фактическим, мы не получали. Вот послевоенное время, с тех пор, как я работаю в городе Грозном, за все это время, чтобы нам задержали зарплату, либо не выдали зарплату. Кому это нужно было, кто это вот такие слухи распространял. Ни о каких удержаниях, я не знаю. Для торговли здесь есть все условия, мы ничего, никому помимо налогов и аренды ничего не выплачиваем, как и везде по всей России. Было бы желание, работа есть. Одно из приоритетных направлений в политике руководства региона – развитие бизнеса. Только на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2015 году госпрограммой предусмотрено 152 миллиона рублей из республиканского бюджета. Около 30 тысяч людей занимаются средним бизнесом. По поручению главы республики навстречу идут всем желающим открыть собственное дело. Упрощена система прохождения документов, выделения земельных участков. Ежегодно под разные проекты выделяются гранты. Это наш не первый бизнес. Вот как мы его начали, нам только помогали. По всем вопросам, ни в одной инстанции нам никто не создал никаких препонов, проблем мы не видели. Наоборот, очень даже, я бы сказал, дружелюбно, нормально. Видимо, желание показать регион с негативной стороны у автора фильма было настолько велико, что после долгих поисков нашли единственный объект, не восстановленный после войны. Здание научно-исследовательского института находится в собственности закрытого акционерного общества, а значит, и правительство республики не имеет никакого отношения к его реставрации. Однако создатели фильма не удосужились поехать дальше. Даже в высокогорье Чечни сейчас принимают многочисленных туристов. И это не говоря о Грозном, Гудермесе, Аргуне, Шали. Эти города не нуждаются в пафосных описаниях. Картинка говорит сама за себя. Только людям, которые решили пофантазировать на пустом месте, такие кадры явно помешали бы. Передергивание фактов тоже излюбленный метод тех, кто не скрывает свою неприязнь к чеченскому народу. К примеру, слова Кадырова о том, что в Чечне есть добровольцы, готовые воевать на стороне ополчения против украинских силовиков. Во-первых, речь шла не о бойцах, а о тех, кто сам изъявил желание. А во-вторых, если нужно для безопасности мирного населения, то не 80 тысяч силовиков, а весь чеченский народ готов встать на защиту. Пусть боятся. Я поддерживаю курс нашего президента и в любое время готов встать на защиту своей родины. И я думаю, что любой житель Чеченской Республики так добросовестно вступит на защиту. Если потребуется моя помощь в Чеченской Республике, то я готов взять в руки оружие и пойти
против любого врага нашего народа. Меня на это никто не заставляет, это лично мое субъективное мнение. В ходе фильма появляется также респондент, который говорит о нашумевшем убийстве Немцова. Однако он почему-то умалчивает об обстоятельствах, уже известных всем. В ночь убийства Бориса Немцова сопровождала украинская модель Анна Дурицкая, которая была оставлена стрелком в живых. Дурицкая при поддержке посольства Украины спешно покинула Россию, отказавшись от прохождения проверки на детекторе лжи. Позднее следствием были обнаружены данные, которые СМИ предпочли придать забвению. Сразу после убийства Немцова Дурицкая подошла к притормозившей на мосту снегоуборочной машине и попросила водителя набрать с ее телефона скорую. Водитель вызвал медиков, но не стал задерживаться на месте. Затем Анна Дурицкая подошла к мусорному баку и избавилась от телефона. Собственно, Дурицкая, по версии следствия, была завербована командиром украинского батальона «Днепр-1» Юрием Береза, который 3 года назад познакомил ее с Немцовым. Второй факт. Вечером следующего дня, 28 февраля, в частном доме в поселке Кленовское Троицкого административного округа Москвы оперативниками был обнаружен труп Аслана Алханова, являющегося главным подозреваемым по делу Немцова. Того самого Алханова, который в начале февраля встречался с Дмитрием Ярошем и представителем НПО «Канвас» и после инструктажа выехал в Москву. Таким образом, неизвестными был устранен свидетель, который мог бы назвать конкретные имена заказчиков убийства политика. Командир батальона полка полиции имени Ахмата Хаджи Кадырова Резван Сильбихаджаев, в прошлом участник НВФ, который воевал против федеральных войск, был в числе первых, кто попал под амнистию. Он рассказывает, что тогда, в начале 2000-х, поверил словам первого президента и вернулся к мирной жизни. О принятом судьбоносном для него решении никогда не жалел. Появился человек, это был человек Ахмат Хаджи Кадыров. Он полностью нас довел до истины. Мы поняли, где правда, где ложь. И мы стали за ним и поклялись, что верность ему и во всем. И мы ни чуточку не жалеем. И я, и кроме меня еще есть много ребят, сотнями ребят, которые работают, там есть, которые дома живут спокойно. Мы взаимосвязаны, все, знаем друг друга, многие. У них свои семьи, дети в школу ходят, в садики ходят у них. Мы ни чуточку не жалеем. Мы пожизненно обязаны покойному Ахмату Хаджи и нынешнему главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Он словами не объяснишь, насколько мы им благодарны. Я 2001 года органом работаю, в конце 2001 года не было ни один раз, ни одной случая, поскольку не было такого, чтобы там кого-то трогали, там притеснили кого-нибудь. С тех пор прошли годы. О своем прошлом Ислам Темишев старается не вспоминать. В мирной и успешной жизни нет места старым хроникам. Никакого притеснения по отношению к амнистированным нет и никогда не было, говорит он. Его мать рассказывает, что не может нарадоваться, что те годы, когда ее сына не было дома, уже давно позади. А сам Ислам с удивлением воспринимает вопрос об ущемлении прав бывших заключенных. Нормально, вешался, бог идег да. Sen лугдеш дашался. Вообще нового я наоборот поддержки хсонеш. Вот держали боем хольчи, на остал да. Им чем хуже в нашей республике, тем лучше, говорят о некоторых из своих коллег чеченские правозащитники. Они не являются борцами за правду, тем более их не интересуют права и свободы людей. Их задача — собрать негативную информацию. Ведь только так можно получить средства на мнимую борьбу со злом. Но прежде необходимо найти врага. Это можно сказать и про Каляпина, который выступает экспертом во всех негативных фильмах про Чечню. Впрочем, его активность вполне объяснима, если учесть, что каждое его упоминание в СМИ, в котором он противопоставляет себя главе Чеченской республики, есть для его пиара жирный плюс. Такое позиционирование не раз давало Каляпину возможность выбивать у западных спонсоров большие финансовые средства на мнимые правозащитные цели и задачи. И это немалые деньги. По информации, представленной на сайте Комитета против пыток, только в 2013 году различные европейские фонды выделили Игорю Каляпину более 44 миллионов рублей, направленных на привитие народу недоверия к институтам власти. После просмотра фильма «Семья» напрашивается один разумный вопрос. А судьи кто? Люди, которые играют в экспертов по Чечне, при этом даже не побывав в республике. Или автор и спонсор проекта Михаил Ходорковский,
Ходорковский, лишившись возможности эксплуатировать и грабить собственную страну, взялся чернить ее руководство, говорят многие представители СМИ. Наверное, тот самый патриот Ходорковский, в роли которого он выступает в этом нелепом фильме, забыл о нашумевшем убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Отмечу, преступление было совершено именно в день рождения Ходорковского. СМИ даже называли это подарком. Чтобы не платить налоги, руководитель нефтяной компании не раз угрожал мэру расправой. Угрозы от ЮКОСа когда стали поступать? Начали уже в начале 1998 года. Угрозы именно от Ходорковского? От Ходорковского. Именно от Ходорковского? Именно от Ходорковского. И характер угроз? Характер угроз такой. Какой год, простите? В 1998 году. А убили? А убили 26 июня 1998 года. То есть где-то за полгода началось? Да, где-то за полгода. Угрозы уже открытые поступать. Он должен идти на уступки ЮКОСу во всем, подписывать все документы по сокрытию налогов. То есть смысл уйти от налогов в Нефтеюганске? Да. Фарида Петухова, вдова Владимира Петухова, мэра Нефтеюганска, убитого ЮКОСом, это доказано следствием ЮКОСом, 26 июня 1998 года. Все началось с угроз. При встречах это было. При встречах? При встречах. Ходорковский участвовал? Участвовал. Лично он? Лично участвовал. Сегодня Ходорковский беспокоится за российский народ. Однако совсем недавно он же обрек на нищету жителей Нефтеюганска. Почему-то тогда его не беспокоили права все тех же россиян. Судя по всему, и этих людей он считал второсортными. Они решили избавиться от социальной сферы города Нефтеюганска полностью. Они решили скинуть со своих плеч садики, они решили скинуть школы, они решили скинуть все, что мешает развитию нефтяного производства. Так называемые эффективные менеджеры ЮКОСа пошли по самому простому пути. Нефть забрали себе, а все остальное их совершенно не волновало. Людям было сказано, что извините, мы вас больше финансировать не будем и не сможем. Вслед за социальными учреждениями с баланса компании были сняты и сервисные предприятия. Оптимизация расходов шла ударными темпами. 50% сокращение. С 60 тысяч осталось 30 или 32 тысячи только в объединении Юганск-Нефтегаз. И я видел собственными глазами, когда 35-40-летние молодые люди ковыряются в мусорках, себе ищут пропитание. Чтобы не умереть с голода, жители были вынуждены за бесценок продавать акции Юганск-Нефтегаза. И это тоже было на руку ЮКОСу. Вам же дали, значит, вот акции, продавайте акции. Ну нет, сейчас у компании нет денег на выплату зарплаты. 3 месяца не выплачивали зарплату, потом пришли и попросили расписаться, что мы эту зарплату в долг оставляем ЮКОСу до лучших времен. Из этого фильма видно, что ситуация с кражей заработных плат Ходорковский знаком не понаслышке. Говоря об удержании зарплат в Чечне, он явно судил по себе. Расколоть Россию и подыгрывать Западу. Эти попытки Ходорковский не перестает предпринимать даже тогда, когда глава государства помиловал его и выпустил на свободу, жалившись над здоровьем его матери. В его криминальной истории не только срок за хищение государственных средств, но и подозрение в причастности к нескольким громким убийствам. Если тогда глава ЮКОСа наживал богатство, идя по трупам своих же партнеров, то сегодня он стремится к власти, подставляя миллионы россиян. Информационная атака на чеченского лидера, а через него на Владимира Путина – это не что иное, как попытка устроить в России второй Майдан, говорят политологи. Если в случае с Украиной он прошел по сценарию западных спецслужб, то в нашей стране попытки цветной революции есть кому остановить. Мы видели, что в Киеве одной из причин, почему удался госпереворот, оказалось то, что некому было разогнать эту банду ультранационалистов и неонацистов из-за Евромайдана. А в России есть удары информационные по Рамзану Кадырову. Они являются частью подготовки цветной революции. Любой приличный человек сейчас, который отстаивает интересы страны, интересы суверенитета Российской Федерации, подвергается такого рода информационным атакам. По моей информации, в Чечне этот фильм вызывает скорее смех, почти как юмористический. Настолько далеки создатели этого фильма от реальности. Впрочем, сам фильм, который выложили на сайт «Открытая Россия» и пропиаренный оппозиционерами, мягко говоря, с профессиональной точки зрения потерпит фиаско. Во-первых, авторы особо не утруждали себя обработкой информации. В фильме использованы совершенно непроверенные данные, причем уже не интересные зрителю за сроком давности. А видеоряд и вовсе просто позаимствован у других СМИ. Видимо, у опального олигарха не хватило средств, чтобы командировать съемочную группу в Чечню. Может, тогда они узнали бы, что количество всех стражей порядка вместе взятых не превышает 20 тысяч.
тысяч. Цифра 80 тысяч непонятно откуда взялась. Более того, уже давно нет таких подразделений, как нефтеполки и личная охрана Кадырова. Батальон «Север» еще несколько лет назад реорганизован в полк. С такой осведомленностью и профессиональным подходом вряд ли стоит надеяться на успех проекта. Можно с уверенностью сказать, что идеологическая диверсия, направленная через Чечню на Россию, нужного эффекта в стране не дала. Проект Ходорковского оказался провальным. Аза Исаева, Рузана Веселаева, Исмина Гацаева, Елизавета Чепханова. Новости.